Здравствуйте! В этом году в честь 800-летия Александра Невского на приграничной реке Амур прошел Амурский марафон воинской славы, который длился 800 километров. Это наши пловцы проплыли такую дистанцию. И в составе экспедиции нашей были люди с разных городов. Это Москва, Ульяновск, Благовещенск, Якутск. У нас с Якутии, были двое. Это Колодезников Дмитрий Афанасьевич, Яныгин Владимир Геннадьевич. И, конечно, такое мероприятие, оно очень мощное, потому что, во-первых, 800 километров вплавь, полностью, это сентябрь месяц, холодная вода, и плыли не только, допустим, по один раз в день, да, и два, и три раза, по три раза, заплывы делали. Валерий Ващевоз у нас вообще ветеран Афганистана, он самый такой мощный, наверное, наш пловец, участник и организатор этого мероприятия. Он у нас проплыл более 140 километров, и находился в воде, ну, и по часу, и по 2 часа в воде находился за один заплыв. То есть, а так по три раза в воде, в холодной, столько времени находился, конечно, это очень сильно. Настоящий русский богатырь. И также, встречи были у нас в Амурском казачьем колледже, в школах. У нас, ребята были, мальчики, 7 класс, трое ребят, они тоже со своими сверстниками общались, рассказывали о плавании, о пользе плавания. Также мы провели встречи были с пограничниками, потому что приходилось нам иногда ночевать на погранзаставах. И однажды мы, остановились на погранзаставе Кумара. Оказалось, что эта погранзастава ордена Александра Невского. И такое совпадение, конечно, я думаю, что было не случайно. И здесь хочу отметить то, что старт у нас начался в достаточно такую дождливую погоду, очень сильный дождь проливной шел практически весь день, но старт был дан, и потом дальше, плыли в течение нескольких дней мы проходили эту дистанцию. Так, очень интересные, конечно, пейзажи по этой реке, по Амуру, особенно в верховьях реки Амур. И тут надо сказать, что постоянно нас сопровождали китайские пограничники на своих катерах. Ну и, конечно, река, она не такая широкая, и очень близко к берегу, когда подходишь, мы тоже видели и китайских пограничников, и этих китайские города, населенные пункты такие очень ухоженные, дороги ровные там, очень, ну так, как-то интересно все это у них там отлажено. Жизнь такая интересная у них идет, города китайские проплыли, но у нас населенные пункты, конечно, достаточно в печальном таком состоянии, и очень мало населения, конечно, очень мало у нас тут живет в этих населенных пунктах, но это я считаю, что настоящие патриоты там живут. Вот. Так, ну, жили мы в основном на корабле тут, скажем так, на палубе, не в каютах, а на палубе, иногда и ночевать приходилось на палубе, вот, потому что условия как бы были такие достаточно спартанские, но тем не менее мы это все прошли, выдержали, и, конечно же, очень почерпнули большой опыт таких мероприятий, потому что все-таки такие сложности, трудности, с которыми люди сталкиваются, они очень хорошо сплачивают коллектив. И здесь, конечно, без взаимной поддержки, без дружбы, конечно, было бы очень сложно. Так, и в дальнейшем, конечно, очень много планов по участию в подобных мероприятиях, по проведению таких мероприятий. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас в наших населенных пунктах, городах и селах люди все-таки занимались закаливанием, здоровым образом жизни. Ну и, конечно, были свои центры закаливания, где бы могли люди приходить с семьями, с детьми, заниматься, закаляться. По опыту, допустим, красноярских моржей, которые имеют несколько клубов на реке Енисей, и, конечно, это очень великолепно. Желаем всем крепкого здоровья, отличного настроения.
и бодрости духа.